Здравствуйте, на телеканале БСТ. Время подвести итоги недели. В студии Лена Насырова. И вначале коротко о главном. Спорт во имя будущего. Побеждаем вместе. Спорт призван объединять людей, наводить мосты между народами. Эстафету международного форума «Россия. Спортивная держава» у Башкортостана приняла Самара, где вновь говорили о достижениях и планах. Предстоит большой объем работы, но есть поручение президента, поэтому мы верим, что вот нам сил хватит это протолкать. Что будет с ценами на авто? На самом деле цены уже потихоньку начали увеличиваться уже сейчас. С 1 декабря в стране повысят утилизационный сбор на автомобили. Эксперты расскажут, чем это грозит для покупателей и рынка в целом. Это корейские автомобили, европейские, которые мы привозили с параллельного импорта. Они очень сильно подорожают. Памятник Салавату Юлаеву теперь полностью сошел с пьедестала. Это самая объемная часть, самая подверженная повреждениям часть. Между тем, после демонтажа в постаменте нашли случайный привет из прошлого. Мы связались с одним из авторов и узнали историю послания в бутылке. Записали все свои данные, закупорили бутылку и опустили. Там под правой ногой конец Салавата Юлаева было отверстие кровавикой. Ну и меньше 2 дней до прямой линии с главой. Как задать свои вопросы и реальные истории изменений, произошедших по итогам прошлого диалога. Я бы хотел поблагодарить Радия Фаритовича за то, что услышал нас и решил нашу давно наболевшуюся проблему. Чуть больше года назад Башкортостан принимал самый масштабный спортивный форум страны при участии президента. И вот делегация республики вновь на России спортивная держава. Теперь уже в Самаре, которая принимали эстафету в Уфе. Ради Хабиров представил на площадке отраслевой потенциал Башкортостана, а также принял участие в заседании Совета при президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта. О достижениях региона в контексте тех задач, которые ставят на федеральном уровне, расскажем далее. Вашу готовность к сотрудничеству и диалогу, единство в достижении целей отражает и тема нынешнего форума. Спорт во имя будущего. Побеждаем вместе. Тема нынешнего форума во многом перекликается с повесткой предыдущего. Год назад комплексный взгляд в спортивное будущее страны точно так же при участии президента обсуждали на площадке мероприятия в Уфе. Тогда эстафету от башкирской столицы перехватила Самара. В актуальной повестке устойчивого развития Организации Объединенных Наций спорт назван одним из важнейших факторов достижения целей в области здравоохранения, образования, социальной интеграции. И Россия полностью разделяет этот подход, учитывает в реализации своих национальных целей развития. Приоритетное внимание уделяем развитию инфраструктуры для массового спорта, доступной для представителей всех возрастных групп и групп здоровья. Башкортостан по праву считается одним из флагманов развития спорта в стране. Вот вице-премьеру российского правительства Дмитрию Чернышенко показывают долю жителей региона, систематически занимающихся спортом – 62%. За 5 лет этот показатель вырос почти на 20%. Таким образом, республика планомерно приближается к выполнению той задачи, которую поставил Владимир Путин. В прошлом году именно в рамках международного форума в Башкортостане открыли целый ряд объектов при участии президента. Дворец борьбы, центр фехтования, в первую очередь комплекса для гребного слалома, а также комплекс амфибия в Нефтекамске. Все они успешно работают, ну а власти тем временем готовятся к возведению новых сооружений. Задача – это легкоатлетический манеж. Мы вот так вот еще, чтобы поставить прям точку в бюджетной росписи России, мы пока этого не сделали. Предстоит большой объем работы, но есть поручение президента, поэтому мы верим, что вот нам сил хватит это протолкать.
Вот завершение комплекса гребного слалома, участие в программе «Бизнес-спорт», это строительство новых объектов по системе частного государственного партнерства. Вот, достаточно, скажем так, много задач. У Башкортостана большой задел не только в части строительства новых объектов. В регионе работает целый ряд предприятий, которые изготавливают спортивное оборудование. Под Белорецком, например, делают тренажеры для фитнес-залов и площадок воркаута. А в Уфе производят падл-корты, которые представили и на выставочной площадке Минпромторга. Как раз замминистра-то и сказал, что у нас в республике, что приятно, начали появляться предприятия, которые производят оборудование спортивное. В Белорецке у нас делают все для воркаутов, для турников. Делают уже, я сам видел образец бегового значит, оборудования. Поэтому как-то все широко идет, и здесь они тоже представляют свои достижения. Это мечта была, чтобы мы и коньки делали, и клюшки делали. Но, наверное, это достаточно сложный процесс. Кстати, вот коньки в Самаре делают неплохие. Поэтому в одной стране живем, как говорится. Глава Башкортостана Ради Хабиров принял участие в заседании Совета при президенте России по развитию физической культуры и спорта. Обсуждали дальнейшее развитие детско-юношеского спорта. В стране, по словам Владимира Путина, систематически тренируется более 90% детей. Однако эти цифры не дают четкого понимания, как занятия влияют на здоровье ребенка, его учебу и общее развитие. Глава государства поручил разработать критерии оценки, а для этого синхронизировать деятельность систем здравоохранения, спорта и просвещения, а также органов власти на местах. Артур Шамсудинов, Ильшат Казакулов и Марат Юнусов. Итоги недели. Самара. Башкортостан, безусловно, лидер и во многих других сферах. Республика остается одним из ведущих аграрных регионов. На неделе чествовали работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Традиционно праздник отмечают после завершения уборки зерновых культур. Труженики полей – это те люди, которые обеспечивают продовольственную безопасность страны. В этой ответственной отрасли в регионе работают порядка 100 тысяч человек. Всех причастных поздравил Ради Хабиров. А особо отличившимся героям жатвы вручили ключи от новых автомобилей. Сюжет Динары Таймасхановой. Про подсолнечное масло Равиля Хисамова знает все и давно научилась профессионально отделять зерна от плевел. В трудовой книжке лишь одно место работы – маслоэкстракционный завод, куда устроилась еще 30 лет назад. В этом году она по праву забрала звание лучшего в республике начальника производственно-технологической лаборатории. Мы занимаемся подготовкой семян к переработке, закупом ее, ну и определяем качество обязательно семян, которые у нас пойдут в переработку, качество продукции, которую мы производим, все через нас проходит, через наши руки. То есть ничего без контроля лаборатории у нас не идет. На сахарный завод в Раевке Рита Ахунова тоже пришла сразу после техникума, и стаж ее приближается к 30 годам. Эстафетную палочку, должность главного технолога, женщина приняла от мамы. Она и обучила дочь основам профессии, сама проработав на сахарном заводе много лет. Когда директор Сергей Раисович сообщил о том, что меня будут награждать в Министерстве сельского хозяйства, я была крайне удивлена. Для меня было очень удивительно, потому что я вроде бы как молодой специалист, но спасибо, что оценили. Очень благодарна своему руководству. Лучший коневод в республике живет в Альшеевском районе. Наиль Галиакберов не только разводит жеребцов, но и покоряет со своими скакунами спортивные вершины. Лошадьми фермер занимается с 1997 года. Сначала это были тяжеловозы, сейчас его подопечные относятся к традиционной башкирской породе. Ну, моя мечта вот сейчас... Все осуществилось. Я своих учеников поставил на ноги. Они лучше меня сейчас везде ездят, выступают. Вот это моя мечта. Мне это все. То, что мне надо было, я добился. Главное, что я свои результаты уже увидел при жизни. А вот житель Аургазинского района оседлал профессионально железного коня. Один из передовиков сельхозпроизводства Рифат Ильясов. Победа в конкурсе комбайнеров для него мечта, которой он шел последние 5 лет. Когда в 2020 году с нашего района уже машину, когда вот такую выиграли, я когда машину увидел, то что я себе цель поставил. Я говорю, тоже хочу выиграть такую машину. И к этому шел, и вот сегодняшний день настал. Получил вот ключи, еще вот, но не верится. Непростые времена, каждый должен своим делом заниматься. Наши парни, мужчины воюют.
мы здесь должны обеспечить поддержку их, мы должны обеспечить рост экономики, и мы должны себя накормить. Вот эту работу вы блестяще выполняете. Этот год для аграриев может и не золотой, но точно один из лучших. Рекордный урожай масличных культур, хорошие объемы сахарной свеклы. Да и по зерновым 3,8 миллиона тонн – один из лучших показателей за последние годы. Аграрии убрали с полей в 1,5 раза больше, чем необходимо для нужд региона. И это хороший повод гордиться результатом. Это тяжелая очень работа. Она сама по себе тяжелая, конъюнктура цен постоянно сложная. Но каким-то образом, наверное, вот благодаря вашей настойчивости, профессионализму, вы это делаете. У нас очень деятельная, сильная управленческая команда нашего Министерства сельского хозяйства. Ильшат Ильдович, спасибо вам большое за многолетний уже такой труд. Я вот вижу здесь руководителей крупных предприятий. Ничего, кроме слов благодарности и низкого поклона, вам не могу сказать. Вы большие молодцы на самом деле. Вести бизнес, крупный бизнес в сельском хозяйстве, столько вызовов, это большая сложная история. Хорошие результаты у региона и в животноводстве. Отрасль обеспечена кормами, строятся современные комплексы. Экспорт агропромышленной продукции за последнюю пятилетку вырос в 2 раза. Около 1 миллиона тонн продукции поставляют более чем 40 стран мира. В праздничный день чествовали и муниципалитеты, которые показали лучшие результаты. Абсолютным лидером по намолоту стал Стерлитамакский район. Я точно знаю, что практически каждые 15 тонн зерна в республике – это со Стерлитамакского района. Более 250 тысяч тонн зерна положено у нас в житницу и закрома нашей Родины. И, конечно же, в этот день меня распирает чувство гордости как главы за наших крестьян, за фермеров, за тех, кто трудится на земле. Столь традиционной сфере, как сельское хозяйство, не чужды инновации. Башкирские ученые выводят новые сорта растений и виды животных. В этом году впервые на полях активно использовали агродроны. Но, несмотря на век цифровизации, без трудолюбивых рук не обойтись. Награждения в этот день прошли на разных площадках столицы. Каждого, кто выходил на сцену, заслуженно встречали бурными аплодисментами. Многие посвятили работе в сельском хозяйстве без преувеличения всю сознательную жизнь. Я с самого детства, с 3 лет с отцом работал. А уже после школы, начала 2006 года работал. Потихоньку разнорабочим, слесарем. И отучился, и права получил, и пошел в сельское хозяйство. Получается, я еще со школы летом работал у себя в колхозе, подрабатывал, помогал помощником комбайнера, Плюс это, с 20 лет после окончания техникума работаю в сельхозпредприятии. Агропромышленный комплекс всегда был фундаментом экономики Башкортостана, поэтому и праздник в честь работников сельского хозяйства – это важный символ уважения к тем, кто выбрал в качестве призвания служение земле. Динара Таймасханова, Артур Шамсудинов, Артур Ханов. Итоги недели. Действующие военнослужащие и ветераны СВО углубляются в экономику и основы управления республикой. В регионе идет 2-й модуль обучения по кадровому проекту «Герой Башкортостана». На сегодняхний день финалисты уже прослушали лекции в Гафурийском районе и приступают к стажировке. Напомню, программу запустили по инициативе Радия Хабирова как продолжение федеральной «Время героев». В целом она рассчитана на год, и каждый из участников обучается параллельно с передовой, исполняя воинский долг или из тыла, продолжая поддерживать своих сослуживцев, но уже на других должностях. Финалисты, почти перейдя экватор обучения, поделились своими впечатлениями и рассказали, чем полезны приобретенные знания на практике. Сюжет Алии Ильтубаевой. И ради таких моментов, улыбки родных и домашнего тепла, любой боец готов переносить тяготы службы вдали от дома. Каждая минута, проведенная семьей, то, ради чего стоило сражаться. Супруги Сагитовы на днях ждут появления 2-го защитника. Любовь к близким и родине Фадису передалась по наследству. Всю жизнь с вами был большой патриот. Каждый военнослужащий, когда со мной служил, об этом скажет. Я очень люблю свой регион, Республику Башкортостан. У меня и дедушка со стороны отца служил
112-й дивизии при генерале Шаймуратове. И также дедушка со стороны матери в 45-е годы был на войне. Поэтому и вопрос, что делать после дембеля, не возник. Мужчина подписал контракт и отправился на службу в Таджикистан. А с начала спецоперации освобождал Донбасс от неонацистов в направлениях Луганска, Донецка и Харькова. После ранения Фадис Сагитов уволился со службы и вернулся на родину, в Зилаирский район, где его избрали главой администрации сельского поселения. Участие в проекте «Герои Башкортостана» поможет лучше вникнуть в тонкости нынешней работы, продолжая службу, но в гражданской сфере. В первую очередь это навыки, знания, потому что с нами работают лучшие специалисты Республики Башкортостан. Мы проходим в ускоренном виде, и мы не читаем книги. Мы больше работаем с теми людьми, которые именно связаны с этим. Мы изучали промышленность, изучали экономику. Нам на практике показывают, как работает экономика, где она работает. Также и Алина Мананова, которая на передовой следила за здоровьем наших соотечественников, эвакуировала раненых и сопровождала их в госпиталь. Теперь, как оказывать первую помощь под свист пуль и летающие беспилотники, она обучает студентов и желающих в основанном ей центре тактической медицины при БГМУ. Сейчас девушка в рамках проекта проходит стажировку по линии регионального Минздрава. В любом случае меняется мировоззрение, ценности. И, конечно же, эти ценности правильные. Я пытаюсь вложить в голову нашим студентам. Так как я тоже являюсь руководителем, я извлекла много по организации работы, трудового коллектива, по структурному подразделению. Больше узнала о том, как распределение происходит ролей. Обучение началось в июле с познания основ управления и политики. 70 финалистов закрепили полученные знания, пройдя стажировки в госструктурах. На нынешнем втором этапе они изучают экономику и финансы интерактивно с тренингами и деловыми играми. В санатории Красноусольск участникам рассказали, какие решения помогают развивать республику и как правильно распоряжаться ресурсами. Там же они смогли пройти оздоровление. А те, кто исполняют воинский долг, обучаются дистанционно. Мы знали общие понятия, но и мы проходили стажировку непосредственно с практическими навыками по закреплению данных результатов. И когда ты становишься уже непосредственно ядром команды, где вам дают постановку задачи и ее необходимо решить, то уже сталкиваешься с сложностями. И, мы все успешно справляемся. По возвращении с передовой многие из ветеранов адаптируют к мирной жизни действующих бойцов, помогают в реабилитации с получением необходимых документов. Внимание уделяют и их семьям. Сейчас в регионе действуют 54 меры поддержки. Ассоциация в Нефтекамске появилась не так давно, но мы стараемся помогать абсолютно всем, кому нужна, необходима наша помощь. Это в первую очередь семьи погибших, родители, жены, матеря, вновь прибывших с военной службы. Обучение многое дает. В проект «Герои Башкортостана» я решил вступить по личной инициативе, так как считаю, что для того, чтобы стать лучшим, нужно находиться среди лучших. Как неоднократно подчеркивал глава Башкортостана, который принимал участие в старте программы, перед республикой стоит важная задача – достойно встретить соотечественников и обеспечить им комфорт. В этом должны принимать участие компетентные люди. Для этого и создан аналог федерального проекта, на который подали заявки свыше 2000 желающих из более чем 40 регионов. На своем примере Оскар Сиддиков показывает, что система рабочая. Сейчас он стажируется в администрации главы под наставничеством Радия Хабирова. Я сам участник программы «Время героев» федеральной, инициированной президентом. Нас 83 человека. Уже с первого потока 60 человек были распределены на какие-либо должности. Нам, чтобы решить какой-либо вопрос, помощи кому-нибудь, либо пролоббировать какую-либо тему, достаточно одного звонка. И вот это является сильной стороной. Почти перейдя экватор обучения, участники героев Башкортостана уже принимают предложения о трудоустройстве на государственную и муниципальную службу.
Но прежде чем нести инициативу в массы, им нужно отучиться год и защитить выпускную работу. Программа «Герои Башкортостана» уже успела зарекомендовать себя. Ее эффективность объясняется тем, что большинство действующих военнослужащих и ветеранов определились со сферой деятельности и проходят стажировку в выбранных местах второй модуль подряд. Поддержка заинтересованных и инициативных бойцов, их кадровое продвижение в ведущих организациях региона – это масштабная планомерная работа, на которую нацелена наша республика. Алия Альтубаева, Роберт Давлетбердин. Итоги недели. В Центр управления республикой продолжают поступать вопросы для прямой линии главы Башкортостана. Она состоится уже 11 ноября. В прошлом году самыми популярными темами стали благоустройство улиц, газификация, строительство новых ФАПов и амбулаторий, а также отсутствие транспорта. Куда и как обратиться со своей проблемой и какие изменения уже произошли после прошлогодних запросов граждан, расскажет Анна Морозова. Звенящий стук колес, проносящихся мимо поездов, для жителей деревни Мурсалимкино дело привычное. Грузовая железнодорожная станция существует здесь уже давно, но только в этом году она стала еще и пассажирской. Олеся Федотова в Мурсалимкино проживает с детства. Добираться до столицы республики, говорит женщина, всегда было проблемой. Личный транспорт есть не у всех, а автобусы ходят редко. Еще одна головная боль – пробки. Иногда поездка, рассказывает Олеся, занимала до 10 часов. Все изменилось, когда в марте этого года продлили пригородный маршрут Дема-Усть-Катав. Теперь добираться до Уфы стало в разы быстрее и комфортнее. У меня там сын, студент, учится, что он спокойно может приехать. Также и мы к нему ездим. С детьми я езжу. Билеты мы покупаем им по 50% скидка. Так что по сумме мне как маме с детьми это очень выгодно и удобно. Еще одним сюрпризом для местных жителей стал запуск Южноуральского экспресса, следующего по маршруту Дема, Уфа, Челябинск. Курсировать «Ласточка» начала с 1 августа и практически сразу завоевала популярность среди жителей республики и Челябинской области. Частый пассажир данного маршрута и глава Мурсалимкинского сельсовета Наталья Пепеляева. Автобусы то ходили, то не ходили, и людям было добираться очень сложно, особенно студентам, в больницу, пожилым людям. А сейчас, конечно, у нас появился такой прекрасный способ доставки нашей. И дешево, и комфортно. Мне понравилось, учитывая то, что я пенсионерка, бюджетный вариант, это льготы. Потом я любовалась природой красивой, отметила многие места, такие, скажем, которые в молодости или в детстве я не отмечала красоту их, необычность. Комфорт. Просторно, кофе продается, так сказать, дамские комнаты в наличии. Удобно, что прибываешь вечером, а не ночью, допустим, не на рассвете. А начались транспортные перемены в Салаватском районе после прошлогодней прямой линии с Радием Хабировым. Мы, активисты села Мурсалимкино, написали обращение о том, чтобы запустили пригородное сообщение до станции Мурсалимкино. Ради Фаритович положительно отреагировал, и буквально в марте 2025 года на нашу станцию прибыло первое пригородное сообщение Дема Мурсалимкино. Я бы хотел поблагодарить Ради Фаритовича за то, что услышал нас и решил нашу давно наболевшуюся проблему. Еще одна наболевшая проблема для многих жителей республики – сельская медицина. Так, в деревне Улукулево Кармаскалинского района местные жители долгое время мечтали о строительстве амбулатории. Ранее здесь располагался только старый фельдшерско-акушерский пункт. Для полноценного обследования ездить приходилось в соседнюю деревню. Особенно мучились семьи с детьми и пенсионеры. Решить ситуацию помогло прошлогоднее обращение, поступившее на прямую линию с Радием Хабировым. Я обратилась к нему с просьбой построить у нас амбулаторию. И вот уже скоро откроется эта амбулатория. Это большая радость для жителей всей нашей деревни. И поэтому хочется сказать огромное спасибо главе нашей республики Ради Фаритовичу за то, что он не оставил без внимания нашу просьбу. Не остались без внимания и многочисленные вопросы уличного освещения. Где-то фонари не работали, а где-то и вовсе не были установлены. Так долгое время оставался в тени перекресток оживленных улиц Комарова и Седова в Благовещенске. По словам местных жителей, было даже опасно переходить дорогу. С данной проблемой горожане обратились на прямую линию главы республики. Данный вопрос нами, городским поселением, был принят сразу в работу.
Значит, в текущем году мы заключили муниципальный контракт со службой МУП водоканала, и они произвели установку дополнительного опоры освещения, подсветить вот этот данный перекресток. И дополнительно мы еще одну опору установили на другой стороне улицы, чтобы полностью закрыть этот вопрос. Также частыми среди жителей Башкортостана традиционно являются темы, связанные с дорогами, ЖКХ, газификацией, сферой строительства и архитектуры. Задать свой вопрос можно в любой соцсети. На сегодня больше всего обращений поступило в Телеграм и в мессенджере Макс. В этом году количество источников, по которым можно обратиться на прямую линию главы Республики Башкортостан, увеличилось. Это можно сделать как через отдельную страницу на сайте главы Республики вопрос.глава.рб.ру, так и практически во всех социальных сетях. Это и Телеграм, это и национальный мессенджер Макс, это и ВКонтакте, это и Одноклассники. Обратиться можно как в письменной форме, так и в видеоформате, в том числе через платформу обратной связи госуслуги «Решаем вместе». Всего в прошлом году поступило более 9 тысяч вопросов. Прямая линия с главой состоится уже 11 ноября в 19:00. Посмотреть трансляцию мероприятия можно будет в прямом эфире основных региональных телеканалов. Анна Морозова, Даниил Байков, Руслан Батыргареев, Динара Таймасханова и Роберт Давлетбердин. Итоги недели. С 1 декабря в стране поднимут утилизационный сбор. Для некоторых авто он вырастет в сотни раз. Новый вид расчета будет действовать на машины с мощностью двигателя 160 лошадиных сил и выше. Эксперты прогнозируют рост цен, в том числе и на менее мощные машины. Мнение выслушала Анастасия Чубаева. Все паромы переполнены, и все транспортные компании, грузовики, фуры, все переполнены. Разумеется, еще также транспортные компании добавили стоимость. Найти нужный автомобиль в Корее не проблема. Проблема теперь его привезти. Из-за поднятия утильсбора многие решили не откладывать покупку. Желающих оказалось немало. Если раньше, через 4 недели, покупатель уже ставил автомобиль на учет, то сейчас срок ожидания доходит до 1,5 месяцев, говорит руководитель отдела параллельного импорта автосалона Шамиль Шарафудинов. После 1 декабря стоимость авто будет расти. Больше всего это коснется простых граждан, которые покупали обычные машины, не совсем дорогие. Это корейские автомобили, европейские, которые мы привозили с параллельного импорта. Они очень сильно подорожают. Могу, к примеру, привезти автомобиль. Это Kia Mahav. В среднем мы такие автомобили привозили от 3 миллионов 800 тысяч до 4 миллионов 500 тысяч. И теперь эта машина подорожает на 3 миллиона. То есть это уже будет 7 миллионов. А 7 миллионов это уже, грубо говоря, сейчас это BMW X5, да, X6. Казалось бы, за последние годы российский вторичный рынок и так успели насытить авто из-за границы. Может быть, здесь удастся найти машину по привлекательной цене? Из-за того, что повысится цена на привоз, соответственно, повысится цена внутреннего рынка. Сейчас сумма утильсбора считается на основании типа и объема двигателя, но уже с 1 декабря коэффициент будет рассчитываться, исходя из его мощности. Одна из самых популярных моделей, возимых на территорию России из-за границы, это Kia Sorento. Если покупатель сейчас за подобный автомобиль с мощностью двигателя 194 лошадиных силы заплатит около 3,5 тысяч за утильсбор, то уже с 1 декабря эта сумма повысится до 1 900 000. Нововведения коснутся машин с мощностью двигателя от 160 лошадиных сил. В этом году под эту характеристику попадает каждый третий автомобиль, купленный россиянами. Повышение утильсбора Минпромторг страны объясняет необходимостью поддержать отечественный автопром и увеличить доходы бюджета. Национальный автомобильный союз России выступил с открытым письмом, где выразил свои опасения. Наверное, останутся богатые и смелые, которые по-прежнему будут хотеть покупать дорогостоящие автомобили. Но мы же говорим о среднестатистическом человеке, о людях не самых богатых. Доступность автомобиля снизится, а значит и экономический эффект от пользования автомобилем и, соответственно, его эксплуатации, он точно так же снизится. Утилизационный сбор повлияет на все автомобили, в том числе на те, которые продают дилеры. И в официальных салонах уже начали постепенно поднимать цены. Поставщики с декабря выставят дилерам новый прайс на машины. В этом месяце спрос на китайские авто вырос почти на треть. Покупатели пытаются урвать автомобили по более выгодным ценам. У нас ожидается примерно 5-7%, это минимально, насколько увеличится цена. На самом деле цены уже потихоньку начали увеличиваться уже сейчас. Синергетически однозначно потащит всех, потому что каждый бренд смотрит друг на друга. Если конкуренты увеличили, значит почему мы не можем? Это повлечет увеличение всех стоимостей, просто кого-то коснется в процентном соотношении меньше, кого-то чуть больше. Те бренды, у которых есть заводы в нашем
нашей стране, да, то, естественно, у них коснется меньше всего, они будут более конкурентны по цене. Дилеры уже готовятся к снижению спроса в начале следующего года, но январь-февраль традиционно не радуют объемами продаж. Официалы надеются на дальнейшее понижение ключевой ставки. Если кредиты станут доступнее, то это немного выправит ситуацию. В автосалонах, занимающихся параллельным импортом, тем временем тревогу бить не спешат. В ближайший год утильсбор никак не повлияет на ценообразование внутри российского рынка. На рынке будет такая же конкуренция, и я легко куплю себе автомобиль по старой цене. Вот через год, возможно, когда уже рынок опустеет, возможно, люди уже начнут привыкать к новым ценам. Также будут привозить по новому утильсбору, и внутри российского рынка цены тоже будут подниматься. Но резкого скачка никакого не произойдет. От 10% и начнет повышаться выше. В 2025-м объем экспорта в Россию достиг максимума за последние годы. Есть надежда, говорят специалисты, и на то, что на фоне снижения спроса в Китае и Южной Корее начнут падать и цены на авто. Но в то же время за последний месяц через параллельный импорт стали чаще завозить менее мощные машины до 160 лошадиных сил. А спрос сейчас рождает не только предложение, но и повышение. Анастасия Ильчебаева, Азат Ишбулатов, Булат Садриев, Руслан Галямов. Итоги недели. К реконструкции готов окончательно. Все три части памятника Салавата Юлаева доставили к месту реставрации. Последний элемент композиции, а именно нижнюю часть фигуры коня, сняли с постамента на этой неделе. При этом обнаружили весьма любопытную находку – послание в бутылке из прошлого. Нам, кстати, удалось найти и пообщаться с одним из авторов, который даже не думал, что вновь увидит написанный собственноручно текст. О том, как проходил демонтаж монументального сооружения и что предстоит сделать специалистам, прежде чем Салават Юлаев на своем железном коне вновь гордо возвысится над рекой Белой, расскажет наш корреспондент Руслан Патаргареев. Сначала статую Салавата, потом верхнюю часть коня, и вот очередь дошла до нижней конструкции фигуры. К ее снятию готовились очень долго и тщательно. Не от того даже, что это самый тяжелый элемент монументального сооружения, 18,5 тонн, а потому что эта часть наиболее пострадавшая. Это самая объемная часть, самая подверженная повреждениям часть, самая корродированная часть, и поэтому мы вокруг нее взводили специальный кондуктор страхующий, и с помощью него мы демонтировали эту третью часть. Вся влага скапливалась внизу, что вело к разрушению каркаса и декоративной оболочки, говорят специалисты. При демонтаже нижней части пришлось даже предварительно измерять направление и силу ветра, чтобы природные факторы не помешали процессу. В итоге все прошло без происшествий. Погрузив на тягач по Уфимским улицам оставшуюся часть памятника, отправили к месту реставрации. Маршрут пришлось прорабатывать заранее по проспекту Салавата Юлаева. Что было бы символично, провести железного коня национального героя не получилось. Из-за больших габаритов пришлось выбирать другой путь. Вы видите, что скульптурная композиция перевезена тремя частями большими, не считая мелких деталей. Все перевезено безо всяких повреждений. Специально были изготовлены кондуктора, как вы видите. Реставрация памятника будет проходить под контролем Российской академии художеств. К работам привлечен широкий круг специалистов – реставраторы, архитекторы, археологи, эксперты по общестроительным работам и исследователи бетонных конструкций. Группе опытных федеральных специалистов из 10 человек предстоит заменить поврежденные части памятника элементами из нержавеющей стали и восстановить чугунные конструкции с последующим нанесением антикоррозийного покрытия. Чугун в первую очередь будет очищаться. То есть здесь два слоя краски. Первоначально скульптура была серого цвета, а потом перекрасили в зеленый цвет. Вот эту краску надо полностью, чугун, очистить от краски и сразу покрыть защитным слоем. Уже потом все элементы памятника покроют серой краской, чтобы монумент был в своем первозданном виде, как в 1967 году. В порядок должны привести не только скульптурную композицию, но и бетонное основание, на котором возвышается монумент. Кстати, во время работ по демонтажу в постаменте нашли бутылку с запиской. Надпись карандашом на куске бумаги. В момент установки здесь были и фамилии 3 молодых товарищей, уроженцев Баймакского района. Одного из них нам удалось найти, Ахмету Янбекову, сейчас 85 лет, и живет он в Оренбурге. Пошли посмотреть
на строительство памяти Салавата Юлаева. Прогулялись там, походили и решили оставить память. Записали все свои данные, закупорили в бутылку и опустили там под правой ногой. Конец Салавата Юлаева было отверстие кругленькое. Туда спустили бутылку. То ли желание попасть в историю, то ли юный вздор их подтолкнул тогда к этому поступку. Но они точно не думали, признается Ахмед Янбеков, что памятнику понадобится срочная реставрация, и спустя 58 лет их записка, пусть и немногословная, окажется исторической находкой. Утес, возвышающийся над рекой Белой, серьезно опустел. Ставший одним из главных символов Башкортостана и визитных карточек Уфы, памятник Салавату Юлаеву сошел с пьедестала. Но через 2 года национальный герой должен вернуться на свое привычное место. Торжественно открыть монумент хотят 11 октября 2027 года, приурочив это событие к 60-летию памятника и Дню Республики. Руслан Батыргареев, Гаухар Батталова, Ренат Кашапов, Радик Фатхиев и Булат Садриев. Итоги недели. Новые площадки для творчества и самореализации в разных частях Башкортостана. На неделе обсудили проекты клуба продюсеров в сфере креативных индустрий. В частности, строительство крупнейшего в республике креативного парка в Уфе, а также пространство для самореализации и отдыха в одном из поселков спутников. Ради Хабиров отметил на встрече, что в нынешнее время важно создавать систему, которая будет помогать предпринимателям в развитии креативной экономики. Каким видят творцы и предприниматели в будущем не только башкирскую столицу, но и районы, расскажет Даниль Байков. Десятки закрытых офисов и переговорная библиотека, малый амфитеатр под куполом, конференц-зал и кофейня. Уже год как эта площадка на одном из бывших предприятий столицы объединяет представителей бизнеса и творцов под одной крышей. Коворкинг признан одним из лучших проектов России. На этой площадке созданы комфортные условия труда для специалистов из сферы IT-технологий, а также аналитиков, репетиторов, предпринимателей. Человек платит за аренду рабочего места, чтобы выполнить свои проекты. В перерывах он может выбрать себе занятие по душе, к примеру, почитать книгу или поиграть в приставку. Инвесторы останавливаться не намерены. Они планируют построить в Уфе креативный парк, который станет крупнейшим в регионе. Чтобы привлекать людей, там будут проводить бесплатные мастер-классы в выходные дни. Число посетителей более 10 тысяч человек в сутки. Проект будет уникален тем, что, наверное, первый раз, когда креативные студии, творческие коллективы не будут просить дотации у государства и ходить с протянутой рукой. Мы попытаемся в своем проекте «Креативном парке» сделать так, чтобы все вот эти ребята, кто занимается вокалом, танцами, да, художественные мастерские и так далее, вот, чтобы они зарабатывали прибыль. Глава Башкортостана поддержал идею и поручил проработать вопрос по оказанию мер поддержки предпринимателям. Очень приятно, что у руководителей есть желание дальше развиваться, делать новый проект. Поэтому задача нам определить земельный участок, меры поддержки, двигаться вперед. Возводит креативное пространство и под Уфой. Еще один проект призван перезагрузить жизнь в поселке Зинина, где любой желающий сможет заниматься спортом и отдохнуть от городской суеты на природе. Автор Артем Ахметов вдохновился идеей создать место силы после путешествий за рубеж. Заниматься творчеством, посетить какие-то оздоровительные занятия и, может быть, какое-то профильное образование получить. Около 20 рабочих мест центр сформирует, и мы ожидаем, во-первых, около 20 тысяч посетителей. Продвигают индустрии и за сотни километров от башкирской столицы. Своим опытом поделились организаторы экспедиции «Первые маяки», которая прошла в Миякинском районе. Его уроженцы и организовали масштабное событие с мастер-классами и презентациями одежды от местных производителей. За 2 дня мероприятие посетили более 300 человек. Глава Башкортостана поручил изучить опыт организаторов фестиваля и тиражировать его в других частях региона. Мы на этом не остановились. Это не такая история, что пошумели и забыли. Уже у нас сформировалось креативное сообщество, которое уже съездило в город Альметьевск для того, чтобы еще сильнее увеличить свои скиллы, наработать какие-то социальные связи. И пока идет период впитывания информации. Сейчас мы в рамках вот этой креативной экспедиции будем в дальнейшем делать лектории по изучению истории своего района. Говорили и о деятельности Уфимской студии по созданию фото и видеоконтента для ведущих предприятий региона.
Ее основатели уверены, качественная визуализация помогает продвигать продукцию в маркетплейсах и таким образом выходить на новые рынки. Уникальность студии в том, что в Башкирии таких студий нет, в Поволжье, я бы сказал, студий нет. Ближайшая студия — это Москва, Санкт-Петербург и, возможно, Екатеринбург. Снимаем на уровне мировых брендов, на уровне федеральных брендов. Хотим масштабировать наши проекты, потому что запас прочности у нас высокий. Ради Хабиров поддержал инициативы предпринимателей. Он отметил, что в нынешнее время важно создать систему, которая будет помогать творцам в развитии креативной экономики. Уже создали фонд поддержки. Значит, все меры поддержки, которые есть, мы консолидировали. 25 миллионов вот мы готовы раздать. Может, надо вот именно раздавать тем, у которых есть такой хороший потенциал, чтобы вот этот стартап он получится. Руководитель региона призвал представителей бизнеса трезво оценивать свои возможности и ресурсы в креативной среде. В нынешних экономических реалиях оперативно реагировать на меняющуюся ситуацию. Даниль Байков, Азат Ишбулатов, Руслан Галямов. Итоги недели. В Башкортостане поддержали инициативу об объявлении предстоящего 2026 года Годом единства народов России. Ранее она была одобрена президентом России Владимиром Путиным на заседании Совета по межнациональным отношениям. Руководитель государства подчеркнул, что День народного единства – это не только память о подвиге 1612 года, но и вечный урок о ценности национального единства перед лицом внешних угроз. Решено подготовить новую редакцию стратегии государственной национальной политики на ближайшие 10 лет. Главными приоритетами станут укрепление объединяющей роли русского народа при одновременной поддержке этнокультурного и языкового многообразия всех этнических общностей страны. Сейчас поддерживаются национальные театры, издаются учебники на родных языках, учреждены новые праздники – День коренных малочисленных народов и День языков народов России. Особое внимание уделят патриотическому воспитанию молодежи и противодействию информационным угрозам, направленным на подрыв межнационального согласия. Создадут систему мониторинга фейков и планируют развивать креативную индустрию как инструмент мягкой силы. На фоне этих позитивных инициатив Россия и, в частности, наш регион сталкивается с беспрецедентными информационными атаками извне. Противники нашей страны целенаправленно стремятся подорвать межнациональное согласие, используя любые поводы, от бытовых конфликтов до миграционных вопросов. В таких условиях особенно важна общая наша работа по недопущению конфликтов на национальной религиозной почве. Башкортостан, как и вся страна, должен противостоять деструктивным вызовам, опираясь на многовековые традиции дружбы, согласия и взаимного уважения между всеми народами, проживающими на его земле. Ну и в завершение выпуска башкирская спортсменка Азалия Аминева стала победительницей первенства Европы по боксу. Сегодня в Ереване в финале турнира среди юниоров категории до 22 лет она одержала уверенную победу над Екатериной Сорокиной из Латвии, которую Аминева отправила в нокдаун в 3-м раунде, после чего соперница была вынуждена сняться с боя. У меня на этом все. Такой была уходящая неделя. Спасибо, что были с нами, и до встречи в эфире.